Мы рады вас приветствовать на этом очень интересном семинаре. Меня зовут Татьяна Валерьяновна Хабарова. Я представитель Института развития образования в городе Сыктывкаре, Республики Коми. Поэтому начинаем мы мероприятие именно из наших стен, из стен нашего Института развития образования. В прошлый раз мы с вами встречались в стенах немножко другой аудитории, но поскольку у нас очень много разных мероприятий, поэтому сегодня я открываю семинар, находясь в стенах своего собственного кабинета. У нас очень интересная предстоит встреча сегодня. Она такой же интересной была и в прошлый раз, 17 ноября, когда мы говорили об успешной адаптации первоклассников. И кто-то из вас был на этой встрече, и кто-то из вас уже знаком с Еленой Сергеевной Боровченко. Но тем не менее, я думаю, что сегодняшний профессиональный разговор будет очень теплым для вас, очень душевным для вас. И вы действительно поймете, может быть, даже освоите какие-то интересные, эффективные приемы, которые вы сможете использовать в своей личной жизни, в своей профессиональной жизни, для того, чтобы, вот как мы уже вам написали, всегда было очень хорошо, светло, тепло, душевно, в первую очередь где-то у вас внутри, ну и, соответственно, чтобы вот этот свет, это сияние, оно как бы исходило и на всех тех, кто рядом с вами. Поэтому мы предлагаем начать, и сейчас я виртуально приглашу сюда в нашу импровизированную такую аудиторию Елену Сергеевну Боровченко. Поэтому с Еленой Сергеевной мы уже связь проверяли, и мы надеемся, что все у нас будет хорошо. Елена Сергеевна, пожалуйста, просим вас подключиться для начала проведения интереснейшего мероприятия, посвященного эмоциональному благополучию современного педагога. Елена Сергеевна у нас подключается. Елена Сергеевна, еще раз добрый день. Очень рада вас видеть. Благодарим вас за то, что вы с нами, за то, что вы сопровождаете такое профессиональное, личностное развитие всех тех, с кем, наверное, вас соприкасает ваша профессиональная судьба. Поэтому мы очень рады, что и сегодня вы сможете поделиться своими профессиональными секретами, как очень грамотный психолог, и с представителями системы начального общего образования, и в том числе системы дошкольного образования, которые также находятся на этом семинаре. Поэтому, уважаемые коллеги, разрешите вам представить еще раз Елена Сергеевна Боровченко, педагог-психолог из детского сада номер 12 города Усинска. Детский сад является федеральной инновационной площадкой, поэтому все процессы, которые созвучны современному времени, они происходят в детском саду. Елена Сергеевна также является у нас специалистом Республиканского консультационного центра по поддержке детей, прошу прощения, по поддержке семей, имеющих детей от 0 до 18 лет. Она оказывает много консультативных услуг родителям детей. Ну и, конечно, Елена Сергеевна является такой опорой, наверное, для своего всего профессионального коллектива, в котором она работает. И очень широкая область профессионального общения позволяет Елене Сергеевне работать и общаться с очень разными категориями руководящих и педагогических работников. Поэтому, Елена Сергеевна, я с удовольствием передаю вам слово. И я уверена, что сегодняшний семинар пройдет как на одном дыхании для всех тех, кто будет находиться рядом с вами. А то, что вот эти вот границы расстояния будут стерты, ну, я думаю, что это так и будет. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз всех приветствуем. Кто-то будет еще подключаться у нас к семинарчику, поэтому мы желаем вам интересной, плодотворной работы. Ну и анонсирую сразу, у нас еще 25 ноября предстоит интересная профессиональная встреча, где мы будем говорить также с Еленой Сергеевной, с Галиной Борисовной Купровской о том, что необходимо делать сегодня, чтобы успешно взаимодействовать, сотрудничать, общаться с родителями младших школьников. Поэтому мы уже вас приглашаем. Лена Сергеевна, не смею больше задерживать вашего времени, вашего внимания. С удовольствием передаю слово, всегда очень приятно. Поэтому успехов и удачи. Спасибо большое. Давайте. Я очень рада общению. На самом деле, в наше время общение – это очень такой большой дефицит. И совершенно не хватает ни сил, ни времени на это. А это самое главное для нас, для людей. Ведь мы представители человека разумного. Не только в том плане наших размышлений, нашего личностного роста, а именно в плане общения, потому что это то, чем нас одарила Мать Природа. И когда нам этого не хватает, мы от этого очень страдаем.
И сегодняшняя встреча, она как бы говорит о том, что эмоциональное благополучие – это залог того, нашего профессиональной нашей успешности, да и не только. Это залог нашего физического здоровья, залог нашего семейного счастья, залог счастья будущего счастья наших детей. Поэтому нужно думать, наверное, о том, что мы можем сделать в первую очередь для себя, с тем, чтобы нашим близким было рядом с нами комфортно. Это, наверное, очень сложно, да? Особенно для нас, для педагогов, которые привыкли заботиться больше о других, чем о себе. Ведь у любой профессиональной деятельности есть свои плюсы и минусы. Когда я встречаюсь с коллегами очно, да, и даже разговариваю со своими коллегами здесь, я спрашиваю, вот чего больше, плюсов или минусов? Все сразу говорят, плюсов, конечно, плюсов. Я говорю, ну, тогда давайте озвучивать. Давайте озвучивать. И знаете, у всех получается по-разному. Правда. И это зачастую зависит, может быть, даже не от того, как человек относится к своей профессии, а от его эмоционального состояния в данную конкретную минуту. Ведь у нас, у педагогов, есть свои зоны риска, когда наш организм и мы сами от этого очень сильно страдаем. И вот такие болезненные состояния сейчас на слайде описаны. Это уже именно болезненные состояния, да. И я думаю, что никто не будет против того, что, наверное, каждый человек проходил через вот эти болезненные состояния, когда обилие информации становилось просто гнетущим для нас, когда особенно вот у учителей, я знаю, нынче это большая проблема, мы очень много работаем с техникой, как бы мы не пытались от этого избавиться. Но сейчас все абсолютно компьютеризировано. У нас болит рука, у нас болит плечо, и из-за этого мы плохо себя чувствуем. Потом наступает какая-то вообще усталость. Причем, знаете, усталость наступает ведь не всегда даже из-за того, что вот не все получается, что очень так напряженная работа. А усталость наступает иногда просто от физиологического нашего ощущения, потому что на улице мало солнышка, потому что наступает ноябрь-декабрь, когда мы просыпаемся без солнышка и выходим на работу, а солнышка уже нет. И нам его так не хватает, ведь это именно то, что радует нас с самого детства, яркие солнечные лучи. И, конечно, самая тяжелая, да, степень – это синдром эмоционального выгорания. И от этого зависит очень много. Мы с вами должны в первую очередь заботиться о своем здоровье. Ведь что такое здоровье, мы знаем, а что такое профессиональное здоровье? Это способность сохранять себя в состоянии баланса, сохранять себя так, чтобы можно было работать с душой, чтобы все, что нас окружает, приносило нам удовольствие, и наша работа в том числе. И это должно выражаться в нашем поведении, да, в нашем желании узнать что-то новое, сделать что-то новое, в нашем желании радоваться и взаимодействовать с другими людьми. Вот это и есть профессиональное здоровье. А давайте-ка мы сейчас подумаем немножечко о себе, да? И сейчас попробуем проверить. Вы можете просто зажимать пальчики и потом посчитать их количество. Мы будем сейчас отвечать на вопросы самой простой анкеты. Первый вопрос. Когда в воскресенье я вспоминаю, что завтра идти на работу, то остаток дня уже испорчен. Да или нет? Зажимаем или не зажимаем пальчик? Если бы у меня была возможность уйти на пенсию, я сделала бы это немедленно. Третий. Коллеги на работе раздражают меня. Четвертый. То, как меня раздражают коллеги, еще мелочи по сравнению с тем, как меня выводят из равновесия дети. Пятый. В последнее время я отказывалась от курсов повышения квалификации и участия в конференциях. Шестой. Мне все труднее справляться со своей работой. Седьмой. О моей работе мне едва ли кто-то скажет что-то новое. Восьмой.
За последние 3 месяца мне не попадала в руки ни одна специальная книга, из которой бы я подчеркнула что-то новое. Ну что, было 8 вопросов. Вот если честно, я каждый раз, когда отвечаю на эти вопросы, у меня состояние тоже ведь бывает разное, у меня положительный только один ответ. И в этом случае, когда мы отвечаем на эти 8 вопросов, если у вас положительных 2 ответа, то это все нормально, да. Бывает у каждого на работе проблемы, бывает усталость. Если от 2 до 4, это говорит о том, что вам нужно немножечко отдохнуть. Но если их больше, это говорит о том, что надо начинать с собой работать. А вот как же работать? Как повысить свою стрессоустойчивость? Давайте начнем с одного. Вот представьте сейчас, если есть возможность, возьмите листочек бумаги и напишите ответ на вопрос «Кто я?». Вот просто «Кто я?». Правильных или неправильных ответов на этот вопрос быть не может вообще. Как вы считаете, кто вы? Это не игра, это самоощущение. И вот посмотрите, если вы написали «Я учитель», «Я педагог», «Я мать», это ролевые представления, это всего лишь вот характеристики биологические. И если вы можете описать себя только так, то это говорит о том, что вы себя видите только исполнителем каких-то ролей. А кто же вы на самом деле? Вот правда. Как часто мы с вами надеваем на себя маску. Ну, любую маску, да, маску педагога, маску руководителя. А ведь по сути все мы в первую очередь женщина или мужчина, которые должны уважать, любить и ценить себя. Это же прописная истина. Каждый из нас глубоко индивидуален. А теперь послушайте немножечко, что же такое я. Вот кто же я? Вообще, желание познать себя, оно очень-очень древнее. И всегда люди пытались докопаться до этой истины. Для того, чтобы строить успешно контакты с людьми, для того, чтобы добиваться чего-то, чтобы наладить взаимоотношения и достигнуть какой-то цели. Но если у нас это не получается, то у нас получается такое ощущение разлада в себе, практически заболевание. У нас болит голова, у нас покалывает сердце, у нас расстраивается система пищеварения, и мы не можем понять, почему. У нас вообще общая неудовлетворенность. А все это просто потому, что мы не можем понять себя. Иногда мы ставим неправильные цели. Естественно, их не получается достичь, потому что эта цель может быть не так актуальна, как мы ее описали. Иногда мы подозреваем в себе гения, а на другой день нам кажется, что у нас куча недостатков, и мы ничего не можем достичь по жизни. Иногда человек бывает смелым и раскованным, но в какой-то ситуации он не знает, как себя вести, он становится робким и пассивным. Да какой же все-таки вот человек, который может быть разным? Ну вот какой? На самом деле я совершенство и ничтожество в одном лице. Потому что сегодня я такой, а завтра я могу кого-то обидеть. Эти две части абсолютно равноправны. Правда. Потому что в каждой ситуации нужно вести себя сообразно именно этой ситуации. И настоящий анализ собственного «я» заключается не в нахождении вот такой истины, а в принятии себя именно такого, какой я есть. Знаете, несмотря на то, что наука движется вперед и психологии уже огромное количество лет, вот даже на сегодняшний момент еще неизвестно о тех законах психики, которые регулируются душой, которые регулируют эту душу. И где объединяются вот эти две разных
частички «я» вам никто не скажет, как они разделяются и как они объединяются. И поэтому для нас с вами самое важное – принять и понять это, что мы имеем право быть разными. Дело в том, что эти две наши части, они изолированы друг от друга. И когда мы совершаем плохие поступки, мы даже не подозреваем о том, что можно поступать по-другому. А когда мы совершаем благо, мы даже не думаем о том, что мы способны совершить плохое. И нужно понять, что мы имеем на это право, по большому счету. Ведь об этом говорили даже сказки, даже русские сказки. Вот в сказках Иванушка-дурачок, вот он такой глупый, да, а потом получает в итоге все самое лучшее. Так ведь? И добивается своих целей, и становится очень успешным. А законы жизни говорят о том, что возвысившийся человек, возвысившийся раб, скажем так, становится очень страшным властителем, потому что жизнь такова. И поэтому давайте мы будем думать о том, что мы имеем с вами право на ошибку. И наша задача – сохранить в себе душевное равновесие. Те части, которых мы не признаем в себе и не считаем своими, как правило, мы замечаем в других. Правда. Мы почему-то чаще всего видим в других людях именно то, что нам, казалось бы, не нравится. А на самом деле это есть у каждого человека. И нужно признать право других людей на ошибку и не быть столь категоричными. Ввиду отсутствия контакта между этими двумя половинками, мы поступаем всегда по-разному. И давайте мы будем любить себя именно такими, какие мы есть. Потому что если мы говорим о признании себя, то мы говорим о том, что мы должны понять, что мы именно разные. И не будет отбрасываться как вредное то, что может нам пригодиться в какой-то ситуации. Ну что, давайте поговорим теперь о нас любимых. Как же нам выжить в этой стрессовой ситуации, которая нависает над нами? Посмотрите, здесь такие есть условные картинки, которые нам подскажут, чем же можно помочь в том состоянии, когда ничего не хочется, когда очень устали. Замечательные картинки. Массаж помогает очень хорошо, причем для нас, для женщин, массаж лица – это еще и замечательная возможность избавиться от мелких морщинок. Танцы, музыка, душ, хороший чай, любые физические движения, любые абсолютно, рисование, вообще любое творчество, ароматы очень приятные и что-нибудь вкусное. И два совсем простых способа, которые нарисованы в уголочке. Элементарное потирание ладошек, когда вы совсем потеряны, стимулирует мозговую деятельность. Точно так же, как причесывание поможет вам расслабиться. Это такие маленькие подсказки. Ну а теперь давайте заберемся немножечко поглубже. Как нам быть, когда на самом деле очень тяжело и хочется все изменить? Существует такое замечательное понятие, как рефрейминг, переосмысление. Вообще рефрейминг с английского звучит как смена рамки. То есть увидеть ситуации под другим углом или другими глазами. Вот здесь очень хорошая иллюстрация на картинке. Давайте мы попробуем разобраться именно с тем, как это проще всего и быстрее всего сделать в нашей ситуации. Вот посмотрите, что такое изменение отношения к ситуации. Можно снизить значимость событий. То есть нужно нам с вами понимать, что истинной причиной стресса, нашего внутреннего стресса, являются не люди, не жизненные разочарования, а то, как вы к этому относитесь. Вообще моя любимая, это мой девиз по жизни, моя любимая такая поговорка: мир не черный и не белый, он такой, каким мы его видим.
То есть мы смотрим на мир сквозь призму своего жизненного опыта. И относимся мы к событиям именно сквозь призму пережитого собственного опыта. И то, что говорят нам люди, в одной ситуации мы воспринимаем как обидные слова, а в другой ситуации мы можем отмахнуться от этого. Так ведь? Так вот, когда ситуация становится очень тяжелой, очень неплохо работают такие выражения. Не очень-то и хотелось этого достичь. Главное по жизни не это. И не стоит относиться к случившемуся как к катастрофе. Вот эту очень хорошую фразу я все время повторяю для родителей, цель которых хорошие оценки у детей. Да? То есть любыми путями нужно заставить ребенка хорошо учиться. Я всегда задаю им вопрос, то есть значимость цели. Скажите, пожалуйста, а оценка – это вообще самое главное в жизни? То есть для человека важно не достичь чего-то, да, а получить оценку за это. То есть получается, что важно не то, чего ты добился, а то, как к этому отнеслись. Конкретно вот эти люди, вот эти два человека, там, педагог и родитель, или мама и папа. И тройка вашего ребенка, которую он заслуженно сработал, поняв тему вот именно настолько, это так важно в его жизни будущей. И это важнее того, что он открыл учебник и попытался что-то выучить. То есть вот в этой ситуации цель, она получается оценка, именно оценка. Она ведь не так и важна. Все ведь зависит от того, как вы к этому относитесь. Вот скажите мне, пожалуйста, для вас очень важно в этот сегодняшний момент, чтобы вас, вот сейчас именно, чтобы вас оценили по заслугам ваши руководители. Вот сейчас, именно сегодня. Это очень важно, чтобы они завтра вот сказали, какая вы там умница, какой вы молодец. Или исходя из того, что вы сегодня себя плохо чувствуете, это можно отложить на послезавтра, да? И, может быть, в этой ситуации важнее ваши хорошие отношения с детьми или ваши добрые отношения с мужем, когда вы ему уделите немножечко больше внимания. Очень хорошо работает фраза «нечего себя накручивать» и «хватит драматизировать». Казалось бы, вот такая, просто, да, нечего себя накручивать. Но эта фраза работает только тогда, когда вы говорите ее себе, а не кому-то другому. Понимаете? Ведь когда вы говорите другому человеку эту фразу, вы как бы оцениваете ситуацию, в которую он попал, со своей точки зрения. А когда вы говорите это себе, это говорит о вашем отношении к той ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Вот если у вас сейчас, вот в данную минуту над вами давлеет какая-то проблема, и вы ее раздуваете со скоростью воздушного шара, и она уже закрывает перед вами горизонт, она закрывает перед вами абсолютно все, и вы не видите ни свою семью, ни детей, с которыми вы работаете, ни коллег. То есть вот вы видите только эту проблему. Скажите мне, пожалуйста, как-то важна она вот именно в таких размерах? Вот именно сейчас ее нужно достичь? Что-то изменится в жизни, если вы сделаете это завтра? Может быть, даже лучше. Потому что если вы перестанете думать о том, что у вас ничего не получается, к вам в голову придут какие-то креативные решения. То есть вот эти аффирмации работают только тогда, когда они относятся конкретно к вам. Кто волнуется раньше, чем положено, тот волнуется больше, чем положено. Поэтому прежде всего нужно подумать, насколько это важно именно сейчас. Вот позитивное переформулирование, да, это с точки зрения даже русского языка, возможность подшутить над самой фразой, да, переделать ее. Что такое лень? Лень – это когда человек не хочет чего-то делать, да, а ведь можно к этому отнестись совершенно по-другому.
Это режим энергосбережения, лень. Я понимаю, когда человек постоянно пребывает в этом состоянии, и это, в общем-то, просто его черта уже характера, это лень. Это его вообще отношение к жизни. Но если на самом деле сегодня очень тяжело, а почему бы не сберечь эту энергию на завтра? То есть вот такая возможность переосмысления ситуации, она очень хорошо помогает в разных ситуациях. Вы медленно выполняете свою работу, либо вы основательно, вдумчиво выполняете свою работу. Вот таким образом можно немножко по-другому, под другим углом посмотреть на тревожащую ситуацию. Следующая очень хорошая такая техника, которая нам очень здорово помогает, это дыхание. Это то, что приводит в чувство не только нашу голову, но и наш организм, нашу соматику. Я обучаю этому даже детей. Да, с тем, чтобы они научились контролировать себя, свои мысли, свое тело. Делается это очень просто, простите, на первых этапах вообще вот просто это 1, 2, 3, 4. У нас делается медленный вдох, остановка, выдох, остановка. И сначала это доли секунды, вдох, выдох. А потом мы пытаемся это сделать чуть подольше. И таким образом мы начинаем контролировать свое тело. Очень хорошо работает, когда вот в этот вот нервный стресс включены уже физиологические какие-то механизмы, и вы не можете себя остановить. Следующее упражнение дыхательное. Милые женщины, для вас конкретно, для избавления от морщинок, для расслабления шеи с тем, чтобы у нас лицо не оплывало вниз. Мы берем ручку одну, кладем на лоб, кладем, прям так прижимаем, чуть-чуть, не давим. Вторую на затылочек, приподнимаем линию роста волос и чуть-чуть их поддаем друг другу. Снизу мы ручку вверх поднимаем и сверху чуть-чуть поддавливаем вниз. И мы вдыхаем и выдыхаем. Наши морщинки на лбу распрямляются. Наши морщинки, наша кожа вот здесь вот на шейке, наши мышцы расслабляются. И это замечательная возможность отдалить вот тот процесс старения кожи и сберечь свою замечательную улыбку. Работает, правда, очень хорошо. Вообще таких вот упражнений для лица, которые помогут нам, очень много. Есть замечательное упражнение «Принудительная улыбка». Даже если вам не хочется улыбаться, начните. Потому что в состоянии стресса, в состоянии вот такого нервного напряжения улыбка, она посылает сигналы вот туда. И ваши гормоны радости начинают работать. Поэтому улыбаться, даже если не хочется, очень полезно. А если вы будете улыбаться, зажав щечки ладошками, вы опять поработаете со своими морщинками. Вот такое задумчивое лицо, когда превращается в улыбчивое лицо, замечательная возможность сберечь свою молодость. Это такие маленькие советы. Но об аффирмациях я говорить много не буду. Это формулы самовнушения, которые помогают настроиться на что-то очень хорошее. Кому-то они очень здорово помогают. Но аффирмации помогают когда? Не тогда, когда мы на нее посмотрели и закрыли, а тогда, когда они постоянно перед нами находятся. Да? Я поеду в отпуск на море. И замечательная картинка с морским пейзажем. Только там должна быть аффирмация именно та, которая позволит вам думать о том, что вы именно летом поедете. Не вы сейчас хотите все бросить и поехать, а я поеду летом на море. Да? Или я буду отдыхать в июне на даче. Мы повесили эту аффирмацию, и мы четко знаем, что это случится.
Я приму это сложное решение. И мы на него натыкаемся глазами, и мы верим в это, потому что все то, что мы видим постоянно, это вызывает ответ вот здесь. Поверьте мне, это на самом деле работает, это проверено огромным опытом большого количества людей. Замечательно это работает и на ваших детях. В начальной школе очень много табличек висит на стенах. В детском саду у нас дети, то, что они изучают, какая тема им сейчас интересна, это все сейчас находится перед их глазами. Это и есть аффирмация. Это обращение внутрь, это то, что заставляет нас работать именно на эту тему. Поверьте мне, это правда работает. И жизнь становится интереснее, когда вы знаете, чего вы хотите. Вот еще небольшие техники массажа и самомассажа. Самая тяжелая зона, вот этот вот наш вдовий горбик, который здесь находится, где скапливается напряжение за все наши годы. Вот это нужно четко разминать всеми 5 пальчиками, чтобы наша шейка была прямая и красивая, чтобы опять-таки не было морщинок, потому что наше с вами состояние кожи зависит от нашей осанки напрямую. А вот это место, где скапливается наше напряжение, оно портит нашу осанку, оно мешает нашей гордой стати. Разминать большой пальчик руки, а именно то место, где сустав большого пальца, вот здесь вот он начинается, вот здесь вот, это очень хорошая возможность расслабить руки, особенно когда вы очень много пишете или много работаете. Самое интересное, что если вы будете сдавливать эти места с хорошей такой силой, то вы почувствуете, как спадает напряжение даже в плечах. То есть вот сейчас слушайте меня, поразминайте пальчики. Обратите внимание, что вот эта вот точечка, которая нарисована на верхней картиночке, чуть выше, ниже, простите, того места, где вы прослушиваете пульс, ее нужно тоже точечно разминать. И вы почувствуете расслабление и спокойствие даже в плечах. Безымянный палец, наш любимый безымянный палец, его тоже нужно разминать, с ним тоже нужно очень много работать. Поэтому не зря мы, когда нервничаем, крутим колечко, которое на этом безымянном пальчике находится, потому что в этом месте тоже скапливается огромное количество нервных окончаний, с которыми нужно работать. Это такие самые простые техники самомассажа. Ну и, конечно, любимый аромат. Это не обязательно будет аромат кофе, да, это вот мой любимый аромат кофе и аромат лаванды. Лаванда вообще удивительное растение, она не только успокаивает, но она может даже стимулировать иммунитет, она влияет на работу мозга, поэтому вот мои любимые ароматы – это аромат кофе и лаванды. У кого-то, может быть, это аромат жасмина, кто-то любит аромат сирени. Наша промышленность сейчас очень неплохо работает, и все это замечательно можно купить для себя. И поверьте мне, проверено даже на маленьких детях. Аромат апельсина стимулирует мозговую деятельность и заставляет детей радоваться малейшим успехам. Правда, мы проверяли, и когда в ионизаторы капали немножечко апельсинового масла, но только если нет у вас аллергиков, мы как бы это проверяем. Апельсиновое масло вообще замечательно стимулирует детскую мозговую деятельность. В отношении взрослых не знаю, мы и так все время находимся в тонусе, а вот на детей влияет очень хорошо. Маленькие радости – это то, что приносит радость именно вам. Конкретно вам. Это ваши секреты, ваши тайны, то, что может вас поддержать в какой-то определенный момент. Не надо себя наказывать, отказываясь от этого всего. Если вы любите сладкое, и вам это вредно, ну, никто же не говорит о том, что вы должны килограммами есть сладкое, правда? Но ведь можно порадовать себя очень красивым, крохотным десертом, но так, чтобы это было красиво, на красивой тарелочке, под замечательную музыку. Вообще, по большому счету, есть сладости, от которых отказываться совершенно не стоит. Я думаю, что вы всегда найдете в интернете огромное количество таких вот рекомендаций от последователей правильного питания. Но радости у каждого свои. А еще у каждого человека должна быть мечта. Обязательно должна быть мечта, абсолютно у каждого. Потому что без этого
как-то, знаете, жить скучно, жить неинтересно. И именно поэтому мы не знаем, куда мы движемся. Наши цели, они вот такие маленькие, а что там впереди? Так хочется увидеть то, что впереди. И мечты, конечно, у всех разные. Кто-то, может быть, хочет построить свой домик. Но почему об этом не мечтать? Обязательно об этом нужно мечтать. Нужно придумывать, как мы можем этого достичь. Рисуя перед собой маленькие такие вот шажочки. Кто-то, может быть, мечтает завести собаку. Вот сегодня эта мечта есть, но у нас не получается, и мы об этом помечтаем. Мы посмотрим, какие породы собак нам больше подходят. Мы почитаем, мы пообщаемся с собакой и друзей и подумаем еще, насколько нам это важно и насколько нам это нужно. Но давайте об этом помечтаем. Мы помечтаем о том, что летом мы будем загорать на песочке. А может быть, кто-то помечтает о том, как будут высаживать розы у себя в саду и ухаживать за ними самозабвенно, вдыхая их аромат. Может быть, кто-то мечтает побывать в уникальном ботаническом саду. Эти мечты должны прорисовываться. Вы должны себе это представлять. Это мечта, это вот тот маленький уголочек внутри вас, где вы всегда можете отдохнуть, вспоминая об этом, размышляя, представляя себе это. Это то теплое местечко, которое помогает вам в этой жизни быть активным. Совсем простые вещи, да? Если очень нервничаем и хочется что-то покрутить в руках, кто-то рисует, а кто-то что-то сжимает. Ой, сколько их сейчас много таких замечательных игрушек. Я, работая с детьми, столько всего интересного нахожу. Правда. Элементарные вещи иногда могут быть вот на самом деле до такой степени помогать нам избавиться от какого-то, ну, хотя бы вот такого напряжения. Очень много лет мы с детьми играем гидрогелевыми шариками. Ну, то есть как бы вот в начале года у меня в кабинете этот вот гидрогель, его нет. У них же существует какой-то срок годности, но у нас они по полгода живут. А где-то к декабрю месяцу у меня появляется огромная такая вот коробка размеров 5 литров, в которой она полна гидрогелевыми шариками. И вы не поверите, у меня абсолютно все, начиная от младших воспитателей, технического персонала и заканчивая заведующей, заходя ко мне в кабинет, опускают руки в эти гидрогелевые шарики и просто вот играют ими. Это замечательная возможность вот для них сбросить свое вот такое вот напряжение. Их на самом деле много, можно купить и просто держать в руках. А теперь давайте поговорим о гормонах. О гормонах, которые помогают нам с вами выживать. Стрессом можно управлять при помощи гормонов. Вот когда мы в состоянии стресса находимся, у нас вырабатываются в огромном количестве такие гормоны, как кортизол, адреналин и норадреналин. То есть когда мы нервничаем, когда мы пугаемся, когда мы находимся в экстремальных условиях, у нас происходит всплеск таких гормонов, как адреналин, еще сильнее норадреналин. А вот когда мы счастливы, когда все хорошо, за это отвечают такие гормоны, как дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфины. А где же их раздобыть? Как же сделать так, чтобы они подарили нам это состояние счастья? Вот посмотрите, дофамин вырабатывается при достижении желаемого результата. Когда вы чего-то добиваетесь, вы радуетесь этому. И вот такие маленькие радости, их же можно достичь очень простым способом. То есть большую цель разбить на участки и радоваться. Ага, я сегодня закончила первую главу, наконец-то. Вот у нас маленькая порция дофамина от этого прибыла к нам. А еще дофамин можно раздобыть из продуктов. Вот такие продукты, как авокадо, бананы, миндаль, рыба любая абсолютно, семена тыквы, вообще уникальный продукт, цветная капуста, свекла, спаржа, морковь, перец, апельсины, клубника. Вы заметили красные вот эти вот, красные, оранжевые.
они помогают выработке дофамина. Поэтому кушайте на здоровье эти полезные, замечательные вещи. И я думаю, что они вам помогут продержаться в наш зимний период. А где же взять серотонин? Вот серотонин высвобождается, когда чувствуем свою значимость и важность. Мы получаем моральное удовлетворение от того, что мы оценены, что мы очень важны в этой ситуации. И вот здесь нам помогает очень часто позитивный опыт. Ну, то есть, когда мы вспоминаем о том, что у нас вот получилось когда-то, вот наши грамоты, медали, они нам помогают чуть-чуть раздобыть этого серотонинчика. Конечно, солнышка не хватает, потому что серотонин вырабатывается на солнышке, когда наши глазки видят солнечные лучи, тогда только этот серотонин у нас появляется. Очень тяжело, поверьте мне, что загорая под искусственным солнцем, вы его не получите, потому что только живые солнечные лучики нам его дают. Но, тем не менее, серотонин можно раздобыть еще из продуктов. Причем таких вот сытных продуктов, которые, наверное, нужно есть в ограниченных количествах, но хотя бы каждый день. Это сыр, финики, они калорийные довольно-таки, но очень полезны. Сливы, пока не сезон, и я думаю, что не стоит. Ну, можно попробовать чернослив, но вообще лучше обычные сливы. Инжир. Кстати, инжир и сухой тоже. В отличие от слив, инжир сухой тоже очень хороший источник серотонина. Томаты. Уникальный тоже продукт, на самом деле, который и термически обработанные, и сырые, они сохраняют все свои полезные свойства. И черный шоколад. Вот для тех, кто не любит черный шоколад, его очень неплохо можно смешивать в блендере с финиками. Получается очень вкусно. А если туда еще инжира добавить, ну это чудеснейшая полезная конфетка, которая нас обогатит еще и серотонином. А где же мы можем раздобыть окситоцин? Окситоцин очень полезен, потому что он отвечает за чувство доверия к людям. Вот если вы доверяете человеку, да, тогда в вашем организме есть окситоцин и обратная связь. Да, когда рядом с вами люди, которым вы доверяете, то этот гормон вырабатывается у вас в организме. Поэтому отсюда вывод, да, почаще бывать рядом с теми, кого мы любим, и теми, кому мы доверяем. И не просто так бывать, но и ощущать телесный контакт с этими людьми. То есть обнимать их. И обниматься самим. Вы знаете, дарить радость гораздо приятнее, чем получать ее. Поэтому обнимайте своих любимых. А еще замечательная возможность получить этот гормон – это подарить подарок. Ну или получить, конечно. Причем, правда, дарить подарки – это даже мои дети. Вот, я имею в виду вот мои в детском саду дети. Они очень любят, особенно старшие подготовишки, дарить подарки. Они сделали замечательный вывод в этом году, что, оказывается, дарить подарки приятнее, чем получать. И ощущение радости от этого гораздо дольше, чем от полученного подарка. Поэтому дарите маленькие сюрпризы и подарки своим близким. Вот буквально вчера у нас мама замечательной девочки Ариши подарила чувство волшебства собственному ребенку и тем детям, с которыми она поделилась этим видео. Да? Она сделала такой праздник для ребенка. Она не просто письмо от Деда Мороза дома оставила, ребенок вернулся из сада, да, и увидел его. Они еще с папой следы прорисовали Деда Мороза искусственным снегом. То есть и видео получилось чудесное, порадовали мы всех. И ребенок был в восторге, и родители от этого подарка были просто в восторге. Вот вам, пожалуйста, порция окситоцина была получена за один вечер, за несколько минут одного вечера ребенком, и за те часы ожидания мамы и папы, когда они готовили этот подарок и получили этот подарок. Да. Ощущение радости – это очень важно. И маленькая шутка, которую я разместила на слайде. Мужья умных жен реже страдают болезнью Альцгеймера и слабоумием. Это такой, вот, знаете, научно доказанный факт, но на самом деле, когда вы дарите друг другу радость, вы сохраняете не только свое здоровье, но и свою молодость, и свое желание жить.
Следующие гормоны – это эндорфины. Их очень много, там серия этих гормонов, но они очень, знаете, такие полезные гормоны. В каком плане? Они отвечают за вообще наше состояние. Они оказывают даже обезболивающие свойства. То есть человек в состоянии радости может даже не почувствовать какую-то физическую боль, потому что в этот момент вырабатывается огромное количество эндорфинов. Для того, чтобы получить эти гормоны, существует несколько правил. Есть правило 5С, мы сейчас с вами его обсудим, я вам расскажу. Это замечательное правило, которое было придумано вообще-то для офисных работников, но работает замечательно для всех. Затем замечательные ароматы, 2, ванили и лаванды. Вот лаванда, я вам уже говорила, это потрясающий аромат, который я просто обожаю. Аромат ванили очень любят дети, и не зря. Не зря, согласитесь, дети, они ближе к природе, ближе к своим чувствам, и поэтому они не зря его любят. Ну и что из продуктов нам может помочь? Это черный шоколад, не менее 5 граммов в день. Вот в одной маленькой вот такой дольке шоколада 3 грамма, ну то есть 1,5 дольки вот этого черного шоколада в день обязательно нужно съедать. Затем жгучие продукты, да, черные, разные вот эти вот острые перцы, любые, абсолютно неважные, жгучие, которые вызывают жжение вот здесь вот во рту. Виноград, женьшень, мороженое и самое простое, мой любимый завтрак – овсянка. А если туда еще добавить немножечко тертого шоколада, у меня эндорфинов на целый день хватает просто вот замечательно. Может быть, поэтому у меня, в общем-то, болевой порог такой вот очень высокий, я как-то так не боюсь боли. Наверное, потому что работа у меня такая. Наверное, потому что окружают меня люди очень интересные. А еще я ем шоколад. Ну что ж, а теперь о правиле, о том, что такое правило 5С. Вообще это система организации рабочего места. Но давным-давно уже это правило 5С перенесено в обыденную жизнь. Согласитесь, когда вы четко знаете, где что у вас лежит дома, где что у вас лежит на столе, вы чувствуете себя гораздо спокойнее, вы знаете, как это взять, куда переложить, и ваш день разложен по полочкам. Вот это правило 5С, оно не только помогает нам эндорфины наши сберечь, но еще и организовать нашу жизнь. Вот посмотрите, что такое? Это 5 шагов к совершенству. Это постоянная работа над собой, то есть даже над своим настроением, даже над своими какими-то дефицитами, достижение каких-то целей. Следующее – это сортировка. Сортировка своих проблем, сортировка своих каких-то планов, целей и так далее. Все нужно разложить по полочкам. Такое хорошее офисное правило 5С, но в тот момент, когда вам нужно, когда вы ставите перед собой какую-то большую цель, поверьте, оно вам пригодится. То есть вот давайте мы придумаем сейчас вот такую какую-то виртуальную цель. Вам нужно поучаствовать в каком-то конкурсе. А для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, ведь никто не освобождает вас от вашей основной работы, правда? И чтобы добиться большего результата, нам нужно все разложить по полочкам, да? Что мы будем делать сегодня? Вот этот этап мы подумаем завтра, послезавтра. Вот это мы будем делать после этого. Дальше мы соблюдаем порядок во всем. То есть соблюдаем порядок в достижении тех целей, которые мы запланировали. Стараемся соблюдать порядок вокруг себя. Потому что для того, чтобы добиться этой цели, нам нужно четко представлять, как мы эти шаги будем осуществлять. Да? То есть мы соблюдаем тот четкий порядок, который мы для себя запланировали. Содержание в чистоте. Вот это очень важно. Это то, на что не хватает у нас с вами времени. Но если нам нужно достичь этой цели, да, мы сами должны опрятно выглядеть, чтобы людям было приятно с нами общаться, чтобы они готовы были отвечать на наши вопросы, которые нам нужны для достижения нашей цели, для нашего участия в конкурсе.
наше рабочее место должно опрятно выглядеть, чтобы в какой-то момент мы могли достать нужный лист бумаги, записать на нем то, что сейчас вот услышали или увидели, ту информацию, которую мы с вами раздобыли. То есть все вокруг нас должно быть чисто и аккуратно. Стандартизация. Это очень сложное правило, да, но наши четкие вот эти вот границы, да, то есть записываем мы на листе бумаги А4, и это должно быть именно так, вот это правило. Это мы пишем только в этом журнале, это мы пишем только вот в этой тетрадке. Нам проще будет достигнуть своей цели. Ну, естественно, то, о чем я говорила, постоянное совершенствование, достижение каких-то маленьких целей. Вот это правило 5С. Здесь у меня очень хороший вопрос, можно ли будет скачать презентацию. Давайте мы с вами договоримся, чтобы дальше не прерываться. Я оставлю здесь в вебинарной комнате эту презентацию, разрешу ее для скачивания, но если у кого-то не получится, я ее отправлю Татьяне Валерьяновне, вы у нее спросите потом ее. Мы как-нибудь с ней договоримся. Хорошо? А сейчас давайте дальше попробуем разобраться. Следующий хороший способ поддержания своего здоровья в идеальном состоянии, да, скажем так, это позитивная психотерапия. Казалось бы, сложно? Вовсе не сложно. Психотерапия – понятие, конечно, такое, специальное. Но дело в том, что существует такое мнение, что каждый сам себе терапевт, каждый сам себе доктор, каждый сам себе психолог. Вот основные положения позитивной психотерапии, которая учит не сражаться с окружающим миром, а принимать его именно таким, какой он есть. Вот одно из правил позитивной психотерапии – это познавать и любить. То есть все, что вам непонятно, нужно сначала узнать, не отвергая, и попытаться вот в этом найти что-то очень хорошее. А еще любить то, самое ценное, что окружает вас. Следующее правило позитивной психотерапии – индивидуальные способности. У каждого человека есть уникальные способности, именно потому, что они принадлежат только ему. И каждый человек способен их проявить, либо каким-то образом развить и получить удовлетворение от того, что у него что-то получается. Именно потому, что мы с вами уникальны. А еще правило позитивной психотерапии – доступность. То есть давайте мы будем использовать только то, чем мы способны воспользоваться, да? Вот мы можем с вами увеличить количество полезных гормонов, поедая шоколад, овсянку, вдыхая приятные ароматы, обнимая наших близких. Вот этим и нужно пользоваться. То есть то, что вот здесь вот вокруг нас, этим нужно пользоваться. Нельзя ждать, что кто-то придет и что-то недоступное нам даст. Нет, нужно использовать то, что нас окружает, во благо себе. И принятие, следующее правило, принятие уникальности личности. Это о том, что мы говорили. Мы с вами на самом деле уникальные люди. У нас у каждого есть свои уникальные способности. Мы неповторимы, мы незаменимы для наших близких, для тех людей, которые нас любят. И это нужно помнить всегда. Вот это и есть позитивная психотерапия. Каждый сам себе доктор. А какие же признаки эмоционального благополучия? Как же убедиться, что у нас с вами все в порядке? Первое, о чем мы говорим, рассуждая и о взрослых, и о детях, это положительная самооценка. То есть, когда мы себя оцениваем адекватно и понимаем, что мы такие в этой ситуации, мы правы. То есть мы ценим себя, мы молодцы, в общем-то. Мы о себе так думаем. Уважение к себе и к другим. Именно к другим. Потому что если у человека что-то не так, если у человека эмоционально какое-то неприятие себя, соответственно, у него идет эмоциональное неприятие других людей. Поэтому уважать
И принимать нужно не только себя, и других. И если это происходит, значит, у нас все в порядке. Следующий признак эмоционального благополучия – это развитие. Развитие своей личности, своих способностей. То есть, когда мы не сидим на месте, а когда мы движемся вперед и пытаемся чего-то достигнуть. Еще один из признаков – это умение справляться с неудачами. То есть, когда что-то происходит, да, мы расстроились, мы поплакали, мы, может быть, даже решили, что мы больше не будем этого делать. А потом мы сели, подумали, ну, хорошо, в одной ситуации мы этого не будем делать, мы будем поступать по-другому, мы пойдем другим путем, а в другой ситуации, а почему и нет? Мы попробуем просто достигнуть цели, ну, другими способами. То есть умение справиться с ситуацией, оценить ее, говорит о том, что мы способны вообще жить дальше и двигаться вперед. Позитивный взгляд на жизнь. Ну, наверное, вот посмотрите на меня, да? Позитивный взгляд на жизнь – это наше отношение к жизни. Это то, о чем я говорила. Потому что бы ни происходило вокруг, что бы ни заставляло нас плакать, это вот здесь и сейчас. А завтра будет другая цель. Это во-первых. А во-вторых, рядом со мной есть люди, которые меня поддержат. И люди, которым я могу поплакаться, и которые мне помогут двигаться дальше. Вот это самое главное в жизни. Да? Умение приспособиться, следующий пункт, к ситуации. Даже опустившись на ступеньку вниз, вдумав, мы можем подняться на 2 ступеньки вперед. Но сегодня нужно опуститься, значит, мы опустимся. То есть мы приспосабливаемся к той ситуации, в которую нас поставила жизнь. Мы хозяева жизни. Следующий пункт – своей жизни. Мы двигаемся туда, куда мы хотим. Мы достигаем собственных целей, собственными способами и методами. Вот это признаки эмоционального благополучия. А поговорим об эмоциональном напряжении, да, когда вот просто на самом деле что-то давлеет над нами. Вроде бы все хорошо, но настолько тяжело, вот правда тяжело. Вот в этой ситуации конкретной. Это не все уже плохо, что бросить хочется, а вот сегодня на самом деле тяжело. Давайте мы попробуем попытаться с этой ситуацией справиться. Ну вот у нас с вами какая-то большая цель стоит, да, допустим, мы с вами там про конкурс говорили, давайте продолжим про него же, да. Вот у нас такая большая цель, очень серьезная, и к этому конкурсу нужно много материалов подготовить, систематизировать свои знания как-то, понять, что конкретно в нас есть, чтобы это продемонстрировать, показать, чтобы это оценили другие люди, чтобы они поняли, насколько это важно. Как-то такая большая глобальная цель, вот это все. А давайте мы разобьем ее на части. Давайте мы разобьем. То есть мы сначала подумаем о том, что у нас есть ценного. Мы подумаем, какие ценные вещи мы с вами делаем. А потом мы подумаем о том, важны ли эти ваши достижения для других людей. А потом мы подумаем, как мы можем их продемонстрировать, чтобы это было им интересно. И только после этого мы начнем уже готовить какие-то материалы. То есть мы разбиваем вот эту большую цель участия в конкурсе на маленькие такие подцели. Следующая возможность, ну, о том же конкурсе, да, если мы будем говорить. Вот он вот тут над нами давлеет, боже мой, как же это сделать? А он вам важен? Он вам нужен? Да? В какой-то период можно и об этом подумать. Насколько вот он для вас сейчас важен? Если у вас есть какие-то другие проблемы, с которыми нужно поработать, с которыми нужно справиться, если вы понимаете, что не такая уж она и важная эта цель, можно ее отложить на завтра, на потом. А следующая возможность избавиться от вот такого вот давления стрессового – это расставить галочки и точечки, да, то есть вот это у меня есть, это у меня уже я умею, это вот мне помогут коллеги, это мне нужно взять у заведующего или директора, это мне у родителей взять, оп,
оказывается, вот оно такое большое, а у нас есть к кому обратиться, да, и мы можем, в принципе, как-то с этим справиться. Следующая проблема, следующая возможность избавиться от вот такого давления – это подумать о том, каких результатов мы можем достигнуть, если мы добьемся своей цели. Да? У нас получится, допустим, я вот поучаствую в этом конкурсе, да, у меня тогда и с аттестацией там будет все нормально, и там у меня все будет хорошо, и, соответственно, я зарплату буду больше получать, и там меня ценить будут больше, и, может быть, должность я новую какую-то получу, избавлюсь там от вот этой необходимости, так уже легче на душе, потому что у меня столько в результате получается плюсов. Ну ничего, я соберусь силами, и мы этого добьемся. Если проблема все-таки давлеет над нами, и мы не можем с нами справиться, это, знаете, как тот вот шар, который надулся перед вами, вот вы его держите руками и ничего вокруг не видите вам, потому что надо что-то с ним решить. Давайте мы его передадим кому-нибудь. Ну, или бросим, и пусть он полежит немножечко. Мы завтра подумаем, что мы будем с ним делать. Мы завтра подумаем, либо мы его подвесим к люстре, либо мы его кому-нибудь подарим. Но сейчас у нас не получается. Давайте отложим на время решение этой проблемы. Самый простой способ. Встаем из-за стола, кладем руки на стол, отодвигаемся от стола и вытягиваем спину. Вообще любая физическая нагрузка очень благотворно влияет на организм, потому что в первую очередь у нас, как у вас и у меня, как у человека разумного, физиология на первом месте. Как только вы начинаете двигаться, как только вы начинаете танцевать, как только вы начинаете совершать какие-то ритмичные движения, наш организм переключается на это, кровь движется быстрее, и все становится на свои места само собой. Просто нам легче в таком случае размышлять. Кому-то очень неплохо помогает еще вот такой неплохой способ – это письменная фиксация ситуации. Ну, то есть случилась какая-то проблема, мы ее давайте-ка запишем. Ну, вот проблема, например, в отношениях с родителями. Мы записываем конкретно, да, там Мария Ивановна пожаловалась директору на то, что я то-то, то-то и то-то. Я в этой ситуации очень расстроилась, потому что у меня не получилось в результате то-то, то-то и то-то. Мне бы очень хотелось наладить с ней отношения. Мы прям пишем это все. Знаете почему? Потому что все, что высказано словами, все, что записано на бумаге, это уже часть вашего плана по решению проблемы. Потому что, когда вы прочитаете, вы увидите для вас значимые и для вас незначимые вещи. И тогда вы попытаетесь в этом быстрее разобраться, у вас получится в этом быстрее разобраться. Вообще писать и говорить – замечательная возможность решить проблему. Когда вы приходите и обсуждаете с семьей, вот, то есть у вас что-то произошло, и вы приходите и начинаете обсуждать с семьей. И как-то само по себе вы уже немножко по-другому интерпретируете события, и как-то уже вырисовываются какие-то пути решения. Вот то же самое с записыванием. Когда вы записываете на листке бумаги, как-то все немножечко по-другому уже получается разрешить. Следующая возможность избавиться от давлеющего напряжения – это доведение переживания до абсурда. Да? А что же произойдет, если случится самое страшное? Ну вот что произойдет, если я завтра не принесу этот отчет на работу? И вот максимально, что может быть, да, а вдруг меня там до абсурда, меня расстреляют, меня убьют, меня лишат жизни, меня лишат там чего-то, я не знаю, там премии, мне будет тяжело жить, я умру под забором, потому что мне нечем будет платить за квартиру. И вот такие вот размышления доводят нас до ощущения того, что это смешно. Вот реально это смешно. Мы начинаем относиться по-другому и садимся писать этот отчет уже с веселыми мыслями, ну вот, потому что мы его
напишем, потому что самое страшное не произойдет на самом деле. Не произойдет никогда, и поэтому так переживать из-за этого, чтобы терять аппетит или еще что-то, совершенно не стоит. И следующий способ как раз-таки созвучен с предыдущим, да, юмор и работа с негативными эмоциями. Вообще, я хочу сказать, что вот мое поколение, которое росло в период возрождения знаменитой такой вот легендарной игры КВН, очень люди с таким хорошим чувством юмора. Правда, большинство из нас очень неплохо шутят и видят этот юмор везде и всюду. И я наблюдаю за молодыми родителями. Я вижу, что чувство юмора сейчас в большом дефиците. В другое время они росли, а в другое время другие мысли им в голову приходили, другие шутки какие-то уже, ну, ниже пояса, как их называют. И поэтому им тяжелее справляться очень многим с этой ситуацией. То есть даже когда я пытаюсь ситуацию довести до абсурда, вот на такой консультации с педагогами молодыми или с родителями, они иногда шуток моих даже не понимают. Приходится использовать другие способы. А вообще юмор и вот негативные отношения, вот позитивные такие эмоции, они очень часто спасают в любой стрессовой ситуации. То есть когда у меня серьезно такое напряжение надо мной нависает, и я начинаю так вот шутить, так как-то нехотя, какие-то шутки у меня не очень смешные. Вот у меня, например, мои коллеги, да и муж дома, они начинают подхватывать это все и начинают шутить мне в ответ. И у нас разворачивается такой вот смешной юморной диалог, который вот правда можно транслировать потом на этих всяких стендапах и так далее. Но мы начинаем смеяться. А когда человек смеется, он сбрасывает все свое напряжение. То есть как бы проблема-то никуда не девается, но отношение к этой проблеме становится несколько другим. И легче ее решать, потому что напряжение физиологическое, физическое, оно мешает решать эти проблемы. Поэтому в первую очередь нужно сбросить это напряжение. Да, мы все реагируем по-разному на любые ситуации. И реагируем именно потому, что мы все разные. Как я уже сказала, да, вот мое чувство юмора, оно несколько другое, не такое, как у нынешней молодежи. Да и потом, знаете, вот, допустим, в моей семье принято было шутить всегда. Моя бабушка до 90 лет шутила над нами, причем так-то хорошо шутила, по-доброму, у нее прям такое остренькое такое вот чувство юмора. У нас принято это. У кого-то, может быть, нет, и в семье не шутят так, да. Потом женщины на все проблемы реагируют немножечко легче, чем мужчины, потому что вот то самое энергосбережение у женщин есть, потому что существует ответственность за свое потомство. Поэтому женщины по-разному реагируют на разные эмоциональные составляющие. Ну, конечно, стрессовые профессии бывают разными. Согласитесь, что, допустим, учитель и младший воспитатель вот у нас в детском саду, у них разные стрессовые ситуации и давление, допустим, на кого-то больше оказывается эмоциональное, на кого-то меньше. Эмоции затрачиваются во время рабочего процесса, у кого-то больше, у кого-то меньше. Затем разные религии по-разному относятся, да, у всех какие-то разные отношения к этому, ко всему. Увлечения очень часто влияют на наши вот реакции стрессовые. Ну и, естественно, взаимоотношения с другими людьми. То есть если у вас благоприятные отношения с людьми, они всегда вас могут поддержать в стрессовой ситуации. Поэтому как мы выходим из стресса, зависит от нашей личности. Да? Принимайте за комплименты как должное. Это очень хорошее. Знаете, почему включила этот слайд? Потому что не умеем мы принимать комплименты. Это так приятно, правда. Вот если вам дарят комплимент, неважно, от души он сказан или нет, но вы примите его. Да, я такая. Как у меня малыши говорит, вы сегодня такая красивая, понравилась им моя брошечка или там стразик какой-то. Да, спасибо. Я улыбаюсь в ответ.
Если вам на улице говорят: «А, как вы здорово улыбаетесь», да, спасибо, я улыбаюсь в ответ, я посылаю своему мозгу сигнал о том, что у меня все хорошо, я людям нравлюсь. Поэтому комплименты нужно принимать, в каком бы виде и кем бы они ни были сказаны. Любые ваши достижения, любые ваши успехи – это ваша заслуга, поэтому нужно их принимать, нужно радоваться им, нужно понимать свою значимость в достижении этих целей. И тогда наши гормоны будут получать огромный всплеск. Что попробуем оценить нас сейчас в конце, как мы себя сейчас чувствуем. Мы с вами еще не заканчиваем, мы с вами еще поговорим о нас, любимых. Давайте попробуем вот в завершении нашего часа себя продиагностировать. Итак, у нас, если я согласен, то мы зажимаем 2 пальчика или пишем цифру 2. Если согласен, ну вот частично, 1 балл, или не согласен, 0 баллов. Давайте посчитаем свое эмоциональное благополучие вот сейчас по истечении часа нашего общения. Итак, первое. У меня много друзей. Второе. Похоже, я нравлюсь людям. Третий. Я горжусь тем, как прожил свою жизнь до сих пор. Четвертый. Мне просто приспособиться к внезапным изменениям. То есть мне дается это легко. Пятый. Мне легко любить других людей. Седьмой. Мне нравится моя работа. Восьмой. Мне просто выражать свои чувства. Я могу улыбаться или плакать. Девятый. Обычно я счастлив. Десятый. Мне нравится большинство людей, с которыми я знаком. 11. Я знаю, что отношусь к тем, с кем люди хотят общаться. 12. Мне бы не хотелось многое менять в себе. Ну, давайте посчитаем. От 22 до 24 баллов эмоциональное благополучие, уважение к себе, уважение к своей индивидуальности, умение радоваться к жизни. От 18 до 22, 22, неправильно написала. Вас, вероятно, в какой-то степени можно назвать счастливым, но, по-видимому, вы не совсем довольны собой и недооцениваете себя как личность. 17 и меньше. Вы могли бы получить в жизни намного больше радости, чем теперь. Ну как, есть ощущение своей ценности, уважение к себе? Я надеюсь, что есть, потому что каждый человек уникален, и каждый человек достоин гораздо большего, чем есть сейчас. И поэтому этого больше надо достигать, к этому надо шагать. Маленькие такие шутки и рекомендации, факторы долголетия физического. Ну, это так, это я собрала разные шутки отовсюду, но мне очень нравятся вот такие советы, что часто игра с домашними животными никак не связана с продолжительностью жизни. Домашние животные иногда могут улучшить качество жизни, но они не заменяют друзей. Поэтому общайтесь друг с другом. Говорите как можно больше. И наибольшую пользу своему здоровью приносит именно тот человек, который работает и помогает другим. Главное, чтобы он это понимал и получал от этого моральное удовлетворение. Употребление в умеренных количествах красного вина, чуть-чуть, и именно красного, к белому это не относится, потому что только в красном есть антиоксиданты, и зеленого чая продлевает жизнь. Ну что ж, это маленькие такие шутки. Я хотела вам еще
несколько советов для себя дать. Именно те советы, которые помогают нам держаться на плаву как педагогам. Первый совет. Замедляйте темп собственной жизни. Наслаждайтесь жизнью именно здесь и сейчас, а не бегите по ней галопом. Ведь вам несказанно повезло, вам выпало жить. И сегодняшний день уникален, и жить сегодня нужно именно сегодня хорошо. Следующий совет. Будьте эгоистом хотя бы иногда. Замечательная такая шутка, которая существовала всегда и во все времена, еще во времена моей юности. Много думая о родине и всегда о себе. Правда. Потому что мы с вами именно те, кто формирует будущее нашей огромной страны. Но нам для того, чтобы его сформировать, нужно почувствовать гармонию в себе для начала. Поэтому найдите свой приют, свой маленький улиткин домик, в котором вам комфортно и где вы можете подумать только о себе. Иногда, вот иногда на самом деле достаточно закрыть дверь кабинета, поставить перед собой чашечку чая или кофе, включить хорошую музыку в наушниках, чтобы не слышать, как вам стучат, и послушать ее. И это будет ваш маленький улиткин домик. Взгляните на себя со стороны. Просто посмотрите на себя, на свою уникальность, на свои достижения, на свои ошибки. И тогда вам удастся достигнуть гораздо большего. Проблемы надо не переживать, а решать. Вот именно не переживать, а решать. Поэтому слово «проблема» мы употребляем только в контексте «поставил задачу, решил ее». А когда мы говорим «дефицит», ну то есть чего-то не хватает, мы говорим о том, что мы постепенно развиваем свои недостатки, свои дефициты. А вот если есть проблема, значит, ее нужно решить и поставить цель, как мы это сделаем. Вообще, на самом деле, правильно написано, что жизнь без проблем – это миф. Всегда что-то происходит, какие-то катаклизмы, всегда наши ожидания могут столкнуться с какими-то невозможностями их осуществления. И поэтому просто надо решать. Любая проблема. Вообще всегда все дается человеку по силам. Никогда проблемы не бывает больше той, которую мы можем разрешить. Следующий совет. Возьмите ответственность за себя на себя. Не надейтесь на других. Вы можете спросить у кого-то совета. Вы можете попросить у кого-то помощи. Но конечный результат зависит только от себя. Только от вас. От того, как вы будете решать эту проблему. Имейте свой набор способов снятия стрессовой усталости. Вообще, здесь вот текста очень много, но я вам его перескажу. Во-первых, умейте удивляться мелочам. Вот выйдя на улицу, снежинки сверкают, звезды появились на небе. Утром мы выходим, птички поют. Морозное утро, птички поют. А вот в этом месте снег сверкает вообще чудесно. Даже вот то, что взгляд наш радует, помогает нам пережить какие-то моменты, когда мы это вспоминаем, то, что мы увидели утром, выходя на улицу. Это было просто чудо, чудо природы, которое мы увидели. Есть маленький такой рецепт или такой вот девиз. Маленькие порции для соблюдения пропорций, например. То есть разделите свою неделю на какие-то приятные мелочи. Да? Допустим, в понедельник мы попрыгали, потанцевали, занялись аэробикой. Во вторник мы послушали музыку 3-5 минут. Среда. У нас разгрузочный фруктовый день, а может быть загрузочный, когда мы едим шоколадные пирожные. Неважно, он ваш день. И вам нужно обязательно себя в этот день порадовать хотя бы эти 3 минутки. В четверг мы займемся каким-нибудь полезным делом, полезным, любимым, которое нам нравится. Вышивание, вязание, может быть, приготовление чего-то, что мы очень любим. В пятницу мы
сходим к косметологу. Может быть. А может быть, зайдем в парфюмерный магазин. Мы ничего не купим там, но мы просто понюхаем разные ароматы и займемся ароматерапией. В субботу мы пойдем гулять, всей семьей гулять или с собакой гулять, чтобы удивляться тому, что мы увидим, чтобы увидеть шишки, чтобы повстречаться с белкой, чтобы посмотреть на то, как шепчутся ветви деревьев. А в воскресенье, может быть, вы просто будете спать целый день. Вот каждый день должен приносить маленькую-маленькую радость. Совет 7. Украшайте свой дом и все, что вас окружает. Красота – это то, что радует глаз, то, что приносит нам удовольствие. Украсьте свое рабочее место, украсьте свой кабинет, украсьте свою кухню, в которой вы проводите много времени. Но это должно вас радовать. Правда, ваш каждый день должен радовать ваши глаза хотя бы чем-то, на чем вы можете их остановить. Совет 8. И очень важный. Я не могу не позволить себе, я не могу позволить себе не заниматься собственным здоровьем, потому что от этого зависит практически все. Составьте свой список, что вам нужно для того, чтобы вы были здоровы. И действуйте по этому списку четко, потому что на самом деле физическое здоровье – это очень важно. Без этого ощущений приятных вы никак не получите, когда у вас что-то болит. Как же можно радоваться жизни? Совет 9. Всегда оставляйте за собой право на личное жизненное пространство, в которое никому не положено вторгаться. Знаете, когда-то наткнулась в интернете на замечательную фразу, да, однажды мама одна закрылась в ванной с музыкой, с пенными шариками, дети там, значит, стучатся ей в дверь: «Мама, мама, ты что делаешь?» На что мама говорит: «Не трогайте меня, я делаю счастливую маму». Вот сделайте себе подарок, сделайте счастливого человека, хотя бы вот такими порциями важными для вас. Совет 10. Станьте энтузиастом собственной жизни. Не останавливайтесь, не ждите, чтобы вас кто-то вел. Идите вперед. Потому что мы с вами живем в той профессии, где каждый день узнаешь что-то новое. Радуйтесь тому, что вы можете узнать что-то новое. Радуйтесь тому, что вы можете увидеть что-то уникальное. Радуйтесь тому, что вы стоите у истоков этого. И наша профессия, она заставляет нас все время идти вперед и узнавать что-то новое. А вот здесь вот очень важны вещи именно для нашей профессии. Устраивайте себе встряску, то есть выйдите из зоны комфорта на какое-то время, возьмите что-то новое на вооружение и опробуйте это. Попробуйте жить вот в эти дни по-другому. Следующий совет. Учитесь всю жизнь вообще. И учитесь общаться с людьми. Потому что люди все разные. Мы часто совершаем ошибки в общении. Но нужно делать из этого выводы, а не говорить: вот я такой, поэтому миритесь со мной с таким. Нет, это мы должны мириться с собой с таким. А люди, ну, мы должны мириться, наверное, с выходками наших близких иногда. И то не всегда, нас никто не заставляет. Миритесь с собой, берегите себя и учитесь общаться с другими людьми. Учитесь вообще всегда и всему чему-то всегда чему-то новому. Поверьте, это очень эффективный способ сберечь свое физическое здоровье, все время узнавать что-то новое, работать на себя. Узнавать что-то новое – это тоже работать на себя. На самом деле, вот умение работать на себя, бороться, искать какую-то истину именно для себя – это очень важно. Делайте хотя бы что-то для себя. Вот в том, что вы совершаете каждый день на работе, да? Когда вы работаете с детьми, когда вы работаете с коллегами, вы ведь работаете не для того, чтобы строить там будущее, вы еще и работаете для того, чтобы получить моральное удовлетворение от этого. То есть в этом плане вы работаете на себя. Раз уж вы выбрали эту профессию, вы должны получать от нее удовольствие. И когда вы получаете удовольствие, вы работаете тоже на себя. Поэтому обязательно это цените в своей профессии. Следующее. Всегда что-нибудь читайте. Правда, что-нибудь. Неважно, что это будет. Потому что любой текст,
Это то, что заставляет наш мозг трудиться, что заставляет нас размышлять. Это то, что бережет наше психическое здоровье в будущем. И совет 15. Ставьте цели в своей жизни. Потому что если не будет цели, как я уже говорила в самом начале, наша жизнь будет бесцельной. И жить будет скучно и неинтересно. И тогда мы будем говорить о эмоциональном выгорании, и о том, что мы не умеем достигать цели. А сначала нужно поставить разумную цель. Поставим цель и учимся ее достигать. Ну, а теперь несколько минут для себя. Давайте-ка мы с вами сейчас послушаем вот какую вещь. Это называется «Декларация моей самости». Давайте сядем поудобнее. Я – это я. Во всем мире нет никого в точности такого же, как я. Есть люди в чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, как я. Мне принадлежит все, что есть во мне. Мое тело, включая все, что оно делает. Мое сознание, включая все мои мысли и планы. Мои глаза, включая все образы, которые они могут видеть. Мои чувства, какими бы они ни были. Тревога, напряжение, любовь, раздражение, радость. Мой рот и все слова, которые он может произносить, мой голос, громкий и тихий. Все мои действия, обращенные к другим людям или самому себе. Мне принадлежат все мои победы и успехи, все мои поражения и ошибки. Все это принадлежит мне, и поэтому я могу близко познакомиться с собой. Я могу полюбить себя и подружиться с собой. И я могу сделать так, чтобы все во мне помогало мне. Я дружу с собой, и я люблю себя. Я могу осторожно и терпимо открывать в себе источники того, что озадачивает меня, и узнавать все больше и больше разных вещей о самом себе. Все, что я вижу, все, что я ощущаю, что я говорю и что я делаю, что я думаю и чувствую в данный момент, это мое. И это в точности позволяет мне узнать, где я и кто я в данный момент. Когда я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что я видел и ощущал, что я говорил и что я делал, как я думал и как я чувствовал, я вижу, что не вполне меня устраивает. Я могу отказаться от того, что кажется неподходящим, и сохранить то, что кажется нужным, и открыть что-то новое в самом себе. Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. Я имею все, чтобы быть близким с другими людьми, чтобы быть продуктивным, вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. Я принадлежу себе, и поэтому я могу строить себя. Я – это я, и я – это замечательно. Ну что, мои друзья, я очень рада,
что мы с вами сегодня смогли поговорить о себе. По большому счету, все то, что мы сейчас говорили, очень полезно повторять даже тем, кто это знает. Поэтому я благодарю вас за возможность этой встречи. Большое спасибо. До свидания.